Дипломатический клуб Абхазии создан в республике. Учредителями являются экс-министры иностранных дел республики, спикер парламента 3 и 4 созыва Внукзар Ашуба, бывший заместитель министра иностранных дел Зураб Барцыц и торговый представитель Абхазии в России Олег Барцыц. С Олегом Барцыц поговорим о целях клуба и формате работы. Олег Мсасович с нами на связи по телефону. Расскажите, Олег Мсасович, пожалуйста, что это за такой новый формат? На самом деле формат создания дипломатических клубов в той или иной стране, он уже далеко не нов. Для Абхазии это прецедент, конечно, это новшество. И, честно говоря, я хочу выразить свое глубокое удовлетворение самим фактом появления вот такой структуры, такой респектабельной экспертной площадки, которая, я уверен, будет служить именно задачам обмена мнениями, обмена идеями между представителями политической, дипломатической, деловых кругов, дипломатических, политических кругов, культурных, научных, экспертных и так далее. То есть все те задачи, которые стоят перед аналогичными структурами в других странах мира, в частности, вот в Российской Федерации, функционирует дипломатический клуб МИДа России, членом которого я имею честь состоять. Поэтому думаю, что это очень полезное начинание. И в связи с этим хочу поблагодарить автора этой идеи, вообще этого замысла. Это экс-министр иностранных дел, нынешний министр культуры Абхазии Даур Вадимович Кове. Это ему в голову пришла подобная идея, и те, кому он предложил поучаствовать в создании, в основании этой структуры, этой элитной площадки, конечно, с удовольствием приняли, так же, как и я, его предложение. Я хочу сказать, что вот участники, те учредители, которые основали этот дипломатический клуб Абхазии, это, разумеется, очень заметные и заслуженные люди в нашей республике. Достаточно сказать, что вот правильно вы отметили, это и все бывшие министры иностранных дел, те, которые и в самые сложные послевоенные годы возглавляли ведомство внешнеполитическое, это и Сократ Рачевич Зинджоле, и Саид Родионович Таркил, Леонид Иванович Лакербаев, Сергей Миронович Шамба. Это и те, кто работали позже уже, после признания государственного суверенитета Республики Абхазия со стороны Российской Федерации и ряда других стран. Это и Вячеслав Андреевич Чирикба, Игорь Ахба. Игорь Муратович Ахба, роль которого я хочу особо подчеркнуть. Это человек, который по праву, мы можем сказать, стоял у истоков абхазской дипломатии. Человек, который много-много лет, в самые тяжелые годы, военные годы, он возглавлял представительство, тогда еще в силу отсутствия дипломатических отношений между нашими странами, а затем много лет возглавлял посольство Республики Абхазия в Российской Федерации. Его вклад в создание вот той высокой планки, того задела в отношениях между нашими странами невозможно переоценить. Поэтому, я думаю, ну и, разумеется, это и Зураб Смыр, который был заместителем министра иностранных дел, тоже вот в очень такие динамичные годы. Вот. Ну и ряд других политиков, которых вы тоже отметили, это Мукзар Нуриевич Ашуба, чей авторитет весьма высок в республике, и другие, так сказать, участники нашего клуба. Поэтому я, конечно, для себя счел необходимым принять такое приглашение и поучаствовать вот в создании подобной площадки. Думаю, что от этого мы все только выиграем. И выиграет, конечно, и наша деятельность, общая наша суммарная деятельность на внешнем контуре, что называется. Это и внешнеполитическая деятельность, это и касается таких мероприятий, которые могут попасть под разряд вот проявления мягкой силы. А мы с вами знаем, насколько она зачастую бывает действенна и эффективна. Поэтому очень правильное, очень своевременное решение. Я думаю, что мы должны, так сказать, все порадоваться тому, что вот появилась подобная площадка в нашей республике. Олег Мсасович, предполагается открытый формат работы в виде круглых столов, рассчитанных на участие широкой аудитории. Но у нас есть различные площадки, например, Общественная палата.
чем необходимость создания вот отдельного такого клуба? Вы понимаете, дело в том, что здесь не должно быть излишней заорганизованности. Дипломатический клуб, вообще сама идеология подобных клубов, это предполагает довольно свободную форму общения, взаимоотношений между различными деятелями государственными, общественными, как я уже сказал, научными, культурными, деловыми обязательно. Вот. Это свободный обмен мнениями, это обмен идеями, это демократичная форма предложения для обсуждения или для реализации подобных идей. Вот в этом-то как раз и, собственно, преимущество подобной площадки. Если интересно, я мог бы так пунктирно поделиться своим опытом участия, допустим, в дипломатическом клубе МИДа России. Вот как здесь. Интересно, да, коротко, но интересно послушать, конечно. Вот у нас ограниченное эфирное время, но если можно объяснить. Да, здесь, конечно, объединены под эгидой дипломатического клуба МИДа России, объединены очень интересные различные эксперты, чиновники, представители деловых кругов. Есть еще интересный формат принятия в члены клуба даже иностранных граждан. Но это те граждане, которые внесли определенный вклад в укрепление взаимоотношений страны пребывания, в данном случае России. Да, вот я говорю по своему опыту работы в дипломатическом клубе МИДа России. И тех стран, которые они представляют. Поэтому есть и президенты различных стран. Например, в дипломатический клуб МИДа России входит президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Вот. Представители различных крупных концернов, представители культурного слоя из различных стран. Но всех их объединяет одно, то, что это люди, которые хотели бы, не просто желают, а еще и действенно участвуют в том, чтобы отношения между их странами и, допустим, Российской Федерацией развивались поступательно, развивались динамично. Я думаю, что подобный опыт и подобную практику мы, наверное, сможем перенять и для нашего дипломатического клуба, для дипломатического клуба Республики Абхазия. Это интересный формат, интересный опыт. И я думаю, что те мероприятия, которые будут предлагать, мероприятия, обсуждения, темы для обсуждения, они могут предлагаться как отдельными членами клуба, так и, так сказать, коллегиально, этим костяком клуба к обсуждению. Я думаю, что обсуждение этих проблем и идей послужит только на пользу взаимоотношению Абхазии с различными странами, с теми, кто хочет с нами общаться, с теми, кто видит нас, с теми, кто считается с нашим суверенитетом. Я думаю, вот подобные вещи мы и будем практиковать вот в своей работе. Формат появился, но когда пройдет первая встреча? Известно ли вам, когда состоится встреча, я думаю, участников? Что тот руководитель, который будет осуществлять, так скажем, вот именно функции руководителя дипломатического клуба, я думаю, вот оповестит всех нас. И первое заседание, я думаю, что оно должно состояться открыто. Я думаю, что оно должно состояться с привлечением и медийной части. Это и журналисты должны быть. Я думаю, и те люди, которых мы посчитаем нужным пригласить. Так сказать, те, которые одобряют и разделяют эти идеи, эти ценности. Поэтому я думаю, что здесь не должно быть никакой кулуарности. Это должно быть открытое обсуждение, открытая деятельность, которая должна, как я уже сказал, широко освещаться. Надеюсь, что именно таким образом мы и построим работу. А какого результата в итоге вы ждете? Это выработка каких-то рекомендаций, может быть, для власти? Это какие-то проекты совместные? Конечный итог этих встреч? Разумеется, конечным итогом должен быть практический результат. Я думаю, что вот совокупность потенциала, опыта таких людей, которых мы с вами перечислили вот уже, да, которые являются учредителями дипломатического клуба, такой симбиоз опыта, он полезен и для наших молодых чиновников, которым, может быть, пока что не хватает опыта в международной деятельности. Есть большое желание, это видно, но иногда не хватает знаний определенной специфики, возможно. Конечно, я думаю, что такие люди, которые руководили внешнеполитическим ведомством Абхазии на разных этапах вот нашей новейшей истории, они, конечно, плохого не посоветуют. И я думаю, что этим опытом надо
обязательно пользоваться. Это только, я думаю, укрепит, усилит наши позиции на международной арене. Это может быть также и какие-то идеи по каким-то новаторским вещам, новаторским направлениям, которые могут быть успешно внедрены. Я думаю, что у каждого из тех, кого мы с вами перечислили, есть весьма обширные контакты, сохранились высокие коммуникации со своими бывшими визави, со своими бывшими коллегами из разных стран. И это, прежде всего, конечно, мы имеем в виду Российскую Федерацию. Сейчас добавились еще такие интересные направления, как Сирийская Арабская Республика, где также мы активно весьма действуем. Это традиционно наши латиноамериканские партнеры Венесуэла, Никарагуа, где успешно функционирует посольство Республики Абхазия, и надо поблагодарить тех людей, которые осуществляют там работу, и господина Гваджава, и нашего молодого, очень энергичного посла Инара Ладария. Не секрет, что Заур Константинович Гладжава – это действительно большой авторитет в латиноамериканском мире. Олег Мусазович, спасибо вам большое, что поделились с нами планами. Будем следить за работой дипломатического клуба и освещать. Спасибо, что были с нами на связи. О дипломатическом клубе Абхазии, что это такое, какие цели ставят члены клуба перед собой, рассказал торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц.